Здравствуйте, в эфире передача News on Air. Мы расскажем и покажем вам самые интересные новости. В студии Юрий Осипов. Острая нехватка медицинского персонала ощущается в отдаленных пунктах республики. Временные меры по отправке медицинских десантов по районам Якутии приносят свои плоды, однако иметь специалиста на месте куда важнее, чем ждать следующего приезда. О визите медиков в Алданский район расскажет Надежда Саханская. В рамках проекта «Весна на НВК» бригада врачей из Якутска отправилась в Томот, чтобы провести на базе местной больницы осмотр пациентов и назначить им предварительное лечение. Как отмечает персонал Томотской больницы, такие мероприятия необходимо проводить чаще, так как в населенном пункте очень остро поставлен вопрос о нехватке кадров. Для нас первый опыт данного мероприятия. Я считаю, что это очень положительный момент для нашего города и для здравоохранения в целом. То, что узкие специалисты приезжают на места, это здорово. Мы со специалистами, которые на местах здесь, с терапевтами, хирургами, лор-врачами, да, специально подготовили пациентов, которых необходимо показать узким специалистам. Но также было еще много желающих, которые и не звонили, и не записывались, просто по средствам массовой информации услышали оповещение и пожелали прийти. Укомплектованность врачей на сегодняшний день составляет 70%, но все равно чувствуется острая нехватка специалистов, так как некоторые приезжают врачи сюда по 2 раза в неделю из Алданской центральной районной больницы, а для пациентов это тоже что-то вроде отдельного квеста, потому что попробовать записаться на ту или иную процедуру – это тоже большое дело, вследствие чего возникают проблемы. И вот нехватка кадров – это то, на что действительно жалуются граждане, жители города Томота. У нас вообще нет ни гинеколога нету, никого нету. Вообще никого вообще нет специалистов. Я уже за полгода съездила 3 раза в Благовещенск на обследование. Уролог нужен обязательно. Очень много. Поэтому, конечно, почаще приезжайте к нам. Спасибо. Вот вы как снимаете и спросите, почему нет врачей? Больница новая, кабинеты хорошие. 4 этажа, значит, и врачи должны быть. В чем причина? Причина кроется в зависимости Томотской больницы от Алданского районного учреждения здравоохранения. Мы хотим улучшить работу нашей Томотской городской больницы. Вы знаете, у нас сменилось руководство 3 года назад. И вот за 2 года работы с нашей Томотской больницей уволилось 26 человек. У нас, как депутатов городского совета, будет обращение к главе республики к Александру Сергеевичу и правительства республики о рассмотрении вопросов отсоединения от ЦРБ Алдана больницы и присоединения статуса отдельного юридического лица нашей больницы. Тем не менее, в районе активно работают программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор». Глава города Томот дает гарантии, что все молодые специалисты будут обеспечены жильем и рабочими местами по приезде в населенный пункт. Однако, несмотря на жалобы жителей города и пустые кабинеты врачей, стоит дождаться выездной оценки Минздрава, чтобы впоследствии выработать адресные меры поддержки районам нашей республики. Надежда Саханская, Сергей Шипачев, Томот, Алданский район. В начале года в селе Пригородное сдали здание пристроек к средней школе номер 12. Большое современное помещение, в котором с комфортом может разместиться более 700 учеников. С сентября этого года, когда завершится капитальный ремонт основного здания, школа планирует перейти на обучение в одну смену. Средняя школа номер 12 в селе Пригородное по праву может называться одной из самых современных и оборудованных школ Якутска. Зимой в эксплуатацию было запущено новое здание пристроя с современными кабинетами, большой столовой, оборудованным спортзалом. На базе школы действует центр «Точка роста», открытый в рамках проекта «Современная школа» и национального проекта образования. Подобные центры открываются в селах и малых городах для повышения качества образования, чтобы дети из сельской местности получали современное образование. Нам предоставили современное оборудование по биологии, химии, экологии, нейротехнологиям, физиологии и по робототехнике, благодаря которому мы все образовательные программы осуществляем с помощью них и также дополнительные образовательные программы. Еще одна гордость школы – библиотека. Большое помещение в 200 квадратных метров является одним из центров притяжения школы. Тут можно почитать, взять книги на дом, поработать за компьютером. Также в зале библиотеки проводятся литературные вечера и другие мероприятия.
До этого мы там проработали в старой школе, там была вообще маленькая такая библиотека, невозможно было заходить. А сейчас вот современная такая школа, 200 квадратных метров у нас, но посадочных мест где-то примерно около 30. Вот так как-то. Вот, дети вот постоянно к нам заходят. Видите, какая у нас большая, огромная библиотека. Каждую перемену, почти каждый урок здесь проходят, мероприятия проходят. В скором времени завершится капитальный ремонт основного здания, и тогда школа сможет обучать всех детей в одну смену. При этом и качество образования, и оснащение школы не отличается, а в некоторых аспектах даже превосходит некоторые городские школы. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. В рамках культурной экспедиции становления единой системы домов Аланхо в Амгинском районе встретились с рабочей группой Института геокультурного развития. Культурная экспедиция стартовала в прошлом году. В единую систему вошли 11 домов Аланхо, в том числе Эмийский дом культуры имени Екатерины Захаровой. Рабочая группа Института геокультурного развития поделилась с работниками культуры планами и видением сохранения нашего культурного наследия. Во второй половине дня участники экспедиции провели лекции и мастер-классы. Ну а вечером в Доме народного творчества артисты театра Аланхо показали спектакль. Очень подробно с каждым исполнителем, с каждым ответственным сотрудником проведена, ну как бы можно сказать, стратегическая, цель задачи были поставлены того, что мы вообще подразумеваем под единой системой домов Аланхо, что мы подразумеваем под патриотическим, духовным воспитанием всего общества и какова роль исконной народной культуры, исконных народных традиций в этом. 10 хозяйств республики получили грантовую поддержку от главы Якутии. Размер финансирования колеблется в диапазоне от 6 до 15 миллионов рублей. Эти денежные средства ориентированы на увеличение поголовья скота, покупку оборудования и транспорта, а также строительство хозяйственных помещений. В числе обладателей грантов фермер из Нерингри, продолжит Ирина Жданова. По поручению Айсена Николаева в Якутии поддерживают отрасли сельского хозяйства, в том числе и семейные фермы. И в этом году в Якутии уже было выделено семейным фермам более 127 миллионов рублей. Рабочий день на ферме начинается в 5 часов утра. Скотники убирают навоз, доярка моет и доит коров. После работники раздают корм. Сначала влажный комбикорм, потом сено. Телят кормят подогретым молоком, поят скот. Отелившихся коров доят 3 раза в день, остальных 2. Кроме крупного рогатого скота в хозяйстве также куры, утки, бараны и козы. Нужен ремонт, нужен капитальный ремонт. Вот если приподнять это здание, сделать немножко, чтобы были окна другие, чтобы можно было здесь дышать. А самое главное, у нас нет воды. Если будет у нас постоянный приход, постоянная будет вода, то будет намного легче. Этому помещению более 50 лет. Построенное когда-то для нужд ГРЭС, хозяйство пришло в упадок. Фермер Асиф Гадиров своими силами привел его в порядок и начал разводить скот. Среди трудностей также отсутствие родильного помещения и воды. Полученный грант планирует направить на реконструкцию коровников, улучшение условий для работников, строительство административно-бытового блока. Продаем молоко, мясная продукция, полуфабрикаты продаем. Но это все мало, надо кормовая база еще надо делать, о котором я уже 2 года бьюсь, надеюсь, добьемся. Правительство республики поддерживает, но очень много волокит. Благодаря сельскому хозяйству и неустанному труду на прилавках магазинов всегда свежая продукция. Молоко, творог, мясо и полуфабрикаты. Продукция у нас своя вся, своего производства, вся молочка. Приходят покупатели, им очень нравится. Вот, как бы никаких не было, ни нареканий, ничего. То есть творог, молоко, сливки, брынза, все свежее, все свежего и своего производства. Благодаря грантовой поддержке фермеры смогут реализовать свои проекты, увеличить поголовье скота, условия их содержания, что в первую очередь скажется на объемах и качестве производимой продукции. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерингри. В селе Туаракёль Татинского улуса стартовали 23-й республиканские соревнования отцов. Житель этого наслега, отец 5 детей Петр Чупров с сыновьями 4 раза участвовал в республиканских состязаниях и трижды семья становилась абсолютными чемпионами. В этом году приехали 18 команд победителей из улусов. Участники прорубают лед, готовят чай на костре, распиливают бревна на поленья, а также соревнуются в лыжном забеге, заготовке дров и залезании на стол. Ну, уже третий
соревнования подходят к концу. Вот последний заканчивает распиловку. Конечно, лидерами сейчас идут и Чураптинский район, и Амгинский район, и город Якутск сейчас показал себя очень хорошо. И поэтому болеем за всех. Свыше 80 работ известного живописца Ивана Шишкина выставили в Национальном художественном музее Якутии. Произведения доставлены из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. На открытии побывала Светлана Амосова. Впервые в Якутии открыта масштабная выставка картин и графики всеми известного художника Ивана Шишкина. Уникальный проект приурочен к 95-летию Национального художественного музея республики. Классическая музыка, приглушенный свет и особая атмосфера тонкого искусства. 33 живописные картины и 25 графических листов расположились в зале «Графика Якутии». Специально для экспонирования созданы все условия, в которых должны находиться произведения. Благодаря тому, что в прошлом году, к столетию ЯССР, мы сделали выставочный зал для Третьяковской галереи, благодаря правительству республики мы имеем сейчас возможность принимать музеи, крупные российские музеи, показывать такие шедевры. Выставка «Иван Шишкин» представляет хорошо известные произведения пейзажиста, гравера, одного из крупнейших мастеров реалистической пейзажной живописи из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Не просто было принять решение здесь об экспонировании произведений XIX века здесь, потому что очень большие расстояния между нашими музеями, 7,5 тысяч километров. Нам, если честно сказать, было боязно отправлять их сюда. Мы постоянно переживали, как они чувствуют себя в дороге. Все произведения благополучно за 1,5 недели доехали до Якутска и теперь украшают стены музея. Более того, специально для посетителей ботанический сад организовал интересную экспозицию. Сразу при входе в выставочный зал слева и справа подготовленное интерактивное пространство в виде тактильных природных материалов, таких как шишки, деревья, листья и семена. Также есть такая отдельная коробочка с запахами леса: лаванды, эвкалипта, можжевельника. Действительно очень яркий запах. Когда к визуальному ряду добавляются обонятельные и сенсорные эффекты, то это позволяет более полно погрузиться в атмосферу выставки. Сменяются столетия, а искусство Ивана Шишкина по-прежнему остается популярным среди самой широкой зрительской аудитории и не утратило способности волновать людей. Первое впечатление, конечно, о том, что это подлинное, настоящее, ценное. Каждый раз, когда я пребываю в Национальном художественном музее, я пропитываюсь чем-то новым, какими-то новыми чувствами, новыми мыслями. Во мне тоже просыпается что-то такое творческое, наверное, глубинное. И самому хочется еще больше творить. Я считаю, что очень деликатно оформлены залы, потому что используется точечный свет. Для нашего музея это очень большое продвижение вперед. Посетить выставку можно будет с 7 апреля по 30 сентября в основном здании Национального художественного музея по адресу город Якутск, улица Кирова, 9. Светлана Амосова, Семен Семенов, Владимир Павлов, Якутск. На этом у нас все новости. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи в эфире.